В Мирнинском районе ведут основательный мониторинг цен на продукты питания. В том, какие показатели выявили специалисты, разбиралась Тамара Бессмертная. Мониторинг цен проводит несколько организаций. Ежедневно органы статистики фиксируют и сравнивают цены в сетевых магазинах, не сетевых, в киосках, ларьках и на городском рынке. Они проводят мониторинг по 40 продуктам наименования и ежедневно эти данные предоставляют в администрацию района. Оперативный штаб проводит свои заседания и смотрит, какое изменение цен произошло. И вот на последнем заседании районного штаба был отмечен рост цен на продовольственные продукты в пределах от 5 до 15%. 15% – это средний рост по всем торговым точкам. Цены выросли на молоко, муку, мясо кур. При этом подешевели капуста, картофель, лук. Социально значимые продукты питания включают 23 наименования. Рост цен на эти товары ежемесячно проверяют специалисты потребительского рынка. Навигация закрылась, зимника нет, и горожане покупают продукты, закупленные по старым ценам. Реально жители нашего города, нашего района смогут ощутить на себе либо рост цен, либо еще что-то. Они смогут это ощутить, когда откроется зимник. Реально это будет в конце декабря месяца 2014 года. Рост цен будет. Это связано и с инфляцией, это связано и с ростом курса доллара. То есть он будет. В каком объеме этот рост цен будет, пока очень сложно сказать. Немного аналитики. Относительно стабильной остается цена на хлеб и крупы. Если сравнивать цены в сетевых магазинах, не сетевых, в киосках и на рынке, то по большинству позиций дешевле всего покупать в несетевых. А вот на рынок стоит идти тем, кто согласен переплатить за товар. Причем не только за свежее мясо, но и, например, за соль. Разброс цен на черный байховый чай от 350 рублей до 1000. Свинина от 360 до 500. Творог от 290 до 568. Однако это цветочки. Зимник привезет ягодки по другой цене.